третий раз в этом прекрасном городе. Я знаю, что президент компании очень не любит летать в Якутск. Не знаю почему. Прекрасный город, прекрасная энергетика. И отдельно хочу сказать именно про энергетику самого, собственно, региона. Она мне очень нравится. Я вот все время пытаюсь прилететь летом для того, чтобы съездить по району, но у меня никак не выходит. Вот я прилетаю то зимой, то около зимой. И говорят, туда добраться, куда я хочу съездить, невозможно. Я думаю, что на следующее лето я все-таки прилечу опять уже с визитом не бизнесовым, а посмотреть именно те места, куда меня зовут люди, знающие, партнеры, которые туда надо съездить, туда надо съездить. Да? Собственно, сегодня мы поговорим вообще о компании, кто-нибудь что-нибудь знает вообще, в принципе, потому что там такие громкие слова звучат, там холдинг. Вот. Холдинг — это группа компаний, которая занимается разными вещами. На языке экономистов это называется, знаете, конгломерантная диверсификация. Может быть, очень страшно. Это означает термин, когда бизнесы друг с другом не связаны. Да? Но, казалось бы, когда мы стартовали как компания, то мы активно продвигали здоровый образ жизни. Сейчас это продвигаем. Те продукты, которые мы делаем, ту косметическую линию, которую мы выпускаем для красоты нашего прекрасного пола. И, собственно, мы отличаемся до сих пор на рынке тем, что мы производим диетическое лечебное питание. Особенно в области кардиологии у нас очень много клинических работ, доказанных, и документы получены, собственно, на продукт не просто как БАД или что-то, а на продукт для диетического лечебного питания для больных с хронической ишемической болезнью сердца. И я считаю, что мы к майнингу вернемся, просто есть некие кармические задачи, да, и есть, собственно, бизнес. То есть мы делаем и то, потому что люди умирают очень много, и первая причина смертности людей — это заболевания сердечно-сосудистые, знаете об этом. Поэтому я вас рекомендую очень внимательно обращать внимание на основную деятельность компании в этой области, собственно, и взрослое поколение особенно активно очень предлагать эти продукты, потому что они действительно работают, они клинически доказаны, испытанные, и работают феноменально просто. Собственно, и косметические средства тоже работают очень хорошо. Я думаю, кто испытывал на себе воздействие наших продуктов, которые убирают невероятные объемы, сантиметры и так далее, особенно женщины любят это делать. Молодцы. И так как наша главная основная цель, мы идем к строительству огромной торговой площадки, на которой можно будет торговать всем чем угодно, и услугами, и товарами. И вы можете добавлять свои товары, вы можете добавлять свои услуги для того, чтобы включиться в этот бизнес. Вся наша дистрибуционная сеть, которую мы строим, будем строить и построили, она как раз таки направлена на продажу этих товаров и услуг. И он, бич проекта, да, сегодняшний, это майнинг-клуб. Что же такое майнинг-клуб? Я думаю, уже здесь Надя рассказала, кто-то еще выступал до Нади? Да? То есть, собственно, сейчас есть такое слово, оно ругательное, но в то же время ругательное на территории России, называется хайп. Хайп — это когда все очень модно, круто, и в это нужно вкладываться, нести, инвестировать для того, чтобы на этом хайпе заработать денег. Собственно, то оборудование, которое Надя сейчас показывала, она стоит в Москве. Я очень серьезно рассматриваю возможность строительства дата-центра в Якутске, точнее не в Якутске, а в регионах, там, где есть условия по дешевому электричеству. Но сейчас у нас есть там 6 очередей, вы видели, да, там один круг, второй круг и так далее. Нам надо его заполнить, мы там осваиваем сейчас 20 мегаватт, и потом уже будем осуществлять миграцию, да, по регионам. Собственно, потенциал очень большой, огромный. Мы работаем исключительно с лицензированным оборудованием, что очень важно, потому что компании, которые занимаются криптой, двух видов, да, бывают майнеры и трейдеры. Трейдинг, о чем Надя говорит, на этом можно заработать денег, но можно потерять все. И ничего не гарантирует, и вы не находитесь в правовом поле. То есть, если вы мне дадите битки, дадите рубли там, и так далее, я ваш шварк, но вы меня не найдете просто. Потому что вы мне дали? Что такое биток? Как вы мне это перевели? Как? Никак. Понимаете? Поэтому это ваш риск. Если у кого-то есть такой определенный уровень
аферизма, да, энтузиазма можно в это отнести, вот, можно там людей привести, но, опять же, самое ценное, я считаю, в жизни это построение компании и имени своего, то есть, потому что вы сейчас людей привели, потом поведете ли опять, и каждый раз люди, когда ожидания их не соответствуют с тем, что вы обещаете, люди теряются. Здесь, вот о чем Надя много раз повторила, это реальный сектор, то есть вы приобретаете мощности тех устройств, да, вычислительных устройств, как они называются, которые находятся живые в Москве. У нас есть... что? Да. И это все полностью наше оборудование, потому что лично моих денег там 5 миллионов долларов. И если можно, не перебивайте, пожалуйста. Ладно, я один говорит на сцене всегда, а потом я спрошу вас, ладно? И как бы лично моих денег вложено 5 миллионов долларов, вот то, что вы видели, для того, чтобы как бы создать модель, получить те мощности, которые там находятся, и для того, чтобы вам можно было реализовывать. Моя бизнес-модель простая. Когда мы привлекаем деньги по схеме, это схема краудинвестинг, да, по большому счету. Вносите, то есть мы докупаем оборудование, мы вам отдаем свой хэш, который мы имеем, хэшрейт, вот, и дальше идет рост. Цель, на самом деле, очень амбициозная. Цель проекта — это сделать крупнейший русский пул, потому что пул, знаете, да, что такое? То есть они сейчас китайские очень большие, но Китай далеко, и судя по их законодательству и законотворчеству в последнее время в отношении ICO, если кто-то следит, да, за этими вещами, то как бы они аккуратненько так вот зажимают в тиски. Я знаю о том, что майнеры уже побежали в Монголию, то есть все криптобиржи съехали в Сингапур, в Гонконг, вот, что как бы это очень нездоровая тенденция. И если мы живем в этой стране, как бы, почему не делать это здесь? Все ресурсы для этого есть. Цена дешевле, чем в России, нету. И вот майнеры, почему я говорю о сумме моих инвестиций первичных туда, да, потому что майнеры бывают двух видов. Первое — гаражники, и второе — люди, которые занимаются промышленным майнингом. Мы занимаемся майнингом промышленным. Потому что мы покупаем оборудование, вот то, которое Надя вам показывала, это не вот эти вот, там, да, китайское оборудование, там, завода Bitmine, там, S9 и так далее. Это гаражников тема. То есть они покупают 100-200 штук, потому что нет инвестиций от $1 миллиона, которые позволят вам напрямую сотрудничать с заводом. И, соответственно, как бы процент отказа, гарантии вам никто не может дать. Хотя есть компании, которые за нами уже выбежали, да, одна из них в Новосибирске находится, но по сути покажите мне, что у вас, привезите меня туда, да, и покажите. То есть они начинают привлекать деньги для того, чтобы на эти деньги закупиться, и обещают вам хэшрейт через месяц, через 2 месяца. То есть у нас есть мощности финансовое оборудование, которое позволяет это сейчас делать. Вот люди, которые зашли в конце октября, сейчас, которые заходят, мы сейчас на текущий момент выплатили порядка 30 биткоинов вот за месяц ноябрь, которые зашли люди в октябре. То есть они это очень успешно обменивают, потому что Надя по разнице курса говорила о том, что вчера был там 8500, сегодня прыгнул 9 с копейками. Вот, и волатильность, собственно, этого актива, валюты я его не называю, а как бы актива достаточно высока. Вот, и мы 10 увидим, поверьте мне, это январь будет уже, и дальше. То есть финансовые институты обращают внимание очень активно на этот актив. Будет вход, и если у вас эти вещи есть, то вы просто будете там 5x, 10x, очень быстро все это отбивать в инвестиции, которые вы принесли в компанию. Но мне суть на этом заработать денег — это немножко не самоцель, потому что мы строим структуры, да, большие, по принципу прямых продаж, сетевого бизнеса. И по большому счету мы единственная компания, которая предлагает вам инвестировать свои мощности. Понятно, что вы как инвестор зарабатываете деньги, но часть вашей мощности еще работает на ваши номера, которые генерит вам активность. То есть вы как лидеры, кто в сетевухе работал, да, прекрасно понимаете, что за вас начинает работать машина. Вот это круто. Потому что собрать денег, или по-другому, обобрать людей — это не проблема, поверьте. Если бы я захотел сделать пирамидос, я бы его вкатил бы, собрал бы очень много. Но цель — это долгосрочная история, потому что да, сейчас хайп, да, можно зарабатывать, да, люди несут, да, все очень круто, можно строиться, получать большие чеки, проценты за приглашение людей, вот, но по большому счету потом вы выстраиваете структуру, которая начисляет туда машины, начисляет туда баллы, вам не надо ничего продавать. Вас это делают машины, вот в чем фишка, если мы говорим о бизнесе. То
То есть да, есть локальные частные вещи, которые говорят о том, что вот принес, заработал за приглашение, маркетинг и так далее. Но если вы посмотрите дальше, как лидер большой структуры, например, когда вам машина накидывает там 50-70% месячного объема, ну не это ли называется пассив, скажите? Именно это, потрудившись год, привлекая инвестиционные деньги, вот, вы выстраиваете структуру. А что дальше делать? Вот здесь огромное количество пирамид разных, очень много. Что стоит за реальным вложением, скажите? Кто-то там кэшбэчные карточки продает, да, там, ну, сумасшествие просто. Кэшбэки ушли в банки уже, там, зайдите в Альфа-банк, Сбербанк, они 8% вам дают кэшбэка сразу. На все покупки. Какие карточки, какой кэшбэк, ребята, вы что? Там люди зомбируют, там у нас там бинар, там выплаты. Ну хорошо, то есть получается, я правильно понимаю, что надо будет как лось копать и все. А что сзади-то остается? Выжженное поле? Где деньги-то? Или там приложение, там, да, торговцы тоже есть. Что это такое? То есть как это меня будет кормить? Вся суть пирамидальных бизнесов построена на том, что люди живут за счет внесения денежных средств. И вот ваши инвестиции, которые вы занесли там, в карточки, там, в приложения, там, я уже не говорю про чистейшие там, пирамидосы, ну а что она вам дает? То есть вам нужно копать постоянно, а сзади ничего нет. А тут я вам предлагаю сделать инвестиции, которые сзади строят вам бэкграунд, который выстраивает активность ваших структур. Вы получаете доход пассивный, даже если вы играете с пирамидосом, вопросов нет, то есть я не ваш папа для того, чтобы это рекомендовать или запрещать. Но вы, как слово такое, знаете, хеджирование рисков. Сделайте хедж, безопасную подушку, как бы. Тут заработали, если заработали, классно. Постройте и стройтесь аккуратно, тут баланс играть надо. То есть они там не с такими шторками скакать, это же выжженные лошади, правильно? Нужно анализировать очень внимательно. Я людей, почему сразу сказал, что в трейдинг я не пойду. Потому что людей за собой я не приду. Главная ценность моя – это имя. Не капитал, не инвестиции. Потому что если говорить о том, что там, Хитров там, строит пирамидосы там, и так далее, ну это смысл какой? Зачем? Ну соберу я денег дальше, ну эмигрирую. Дальше что? Что дальше? А испорченные судьбы, люди, это вообще все равно? На это наплевать, что ли? Там люди кредиты берут, вкладываются, несут, тащат, последнее отдают на мотивацию. Потому что не хватает немножко разума проанализировать ситуацию и понять о том, что, блин, не надо продавать квартиру, нести туда. Но тебя же замотивировали, близкие люди это сделали. Это, может быть, некие моральные установки, там, этика определенная моя внутренняя, но, еще раз повторяю, мною кинутых и обманутых людей нет. Ни по обязательствам своим, ни вообще, ни почему. Это очень важно. И те вещи, которые я строю их на реальном секторе. Это у меня собственное производство продуктов, о котором я сказал вам в самом начале. У меня собственное оборудование, которое стоит на моих мощностях, которое вы можете прийти, увидеть. Каждую среду, день открытых дверей, пожалуйста, приезжайте. Вот, не знаю, мероприятие компания 23 января, да, которое будет очень мощное. И люди, которые заходят в структуру, вы понимаете, да, какое воздействие будет вот самой компании на людей, которых вы привезете на мероприятие. Пожалуйста, 24-го экскурсию привозите. Ну, без разумных пределов. Понятно, что 1000 людей я просто не смогу пропустить, потому что это Технополис, это режимный объект правительства Москвы, поэтому там ну, какими-то разумными пределами человек там, хотя бы 30 в час. Вот так. То есть приезжайте, смотрите, приезжайте без мероприятия, смотрите. По средам, пожалуйста, на сайте записывайтесь. Что мы продаем? Вот на следующей неделе мы вышлем всем договоры, абсолютно, кто инвестировал. Вот, что мы продаем? Мы передаем вам долгосрочную аренду мощности. Долгосрочную. Что вы с этим делаете, мы не знаем. И когда ко мне придут люди, они приходят уже, я говорю, я не знаю, вот это я не собственники, они в видеоигры играют, там, считают, знаете, рендерят проекты дизайнерские, знаете, это очень удобно, кстати. Чем занимаюсь? Я рендерю большой строительный объект. То есть, ну вы же не понимаете, что я же не продаю оборудование для майнинга, да? Я вам предоставляю мощности, пожалуйста, у вас в личном кабинете есть все необходимое для этого. Кнопочку вы, начисления произошли, кнопочку вывести нажали, кошелек скопировали, получили битки. Вот. Делайте, пожалуйста, все очень быстро. Выбирайте, единственное, что мы добавим, это платежи с приоритетом, то есть высокий, низкий. Вы знаете, да, что основной бизнес майнеров больших пулов это комиссии.
Поэтому мы можем отправить деньги там, с комиссией, ну, с минимальным там 10 тысяч сатоши, они будут идти там 3 дня, 4, если пул перегружен, например, там, неделю, как это было недавно, когда пампили биток кэш. То есть 100-150 тысяч транзакций просто висели неподтвержденные. А можно с высоким приоритетом. Ну, опять же, вы решаете, сколько вы заплатите за это. Но тем не менее, вот с такой волатильностью и опять же с таким ростом, ну, люди заходили, биток стоил 4600, представляете? У нас в декабре люди, которые зашли в октябре, отобьются. Понимаете? Полностью. И все остальное в плюс идет. Ну, представляете, да? То есть это, ну, в следующем году 25 биток, это я вам гарантирую, ну, интуитивно вообще 100%, потому что у вас зайдут финансовые институты, вот, и сейчас уже прокладывается дорога для того, чтобы заходить фиатом, выходить в фиат через биржи легализованные. Сейчас Швейцария очень много тратит ресурсов для того, чтобы легализовать биржи. И вообще, кто первый легализует биток, хотя бы говорят, что Япония легализована, вот, например, я думаю, что Россия очень активно идет в этом направлении, очень активно. Поэтому это очень классно. Плюс в январе, опять же, 23 января приезжайте на мероприятие. Вот, мы всех очень сильно удивим, потому что мы начинаем производство нашего собственного оборудования и вообще не зависим от Китая. И наши показатели, поверьте мне, они превышают китайские на 50-60%. Вот это круто. Рынок колоссальный. 2-3 года мы можем качать просто. Ну, это, я же говорю, что вот сейчас китайские пулы, конкурентные компании, например, да, есть там, которые... Я когда с ними встречаюсь, там лидеры сумасшедшие, там, да, сидит с глазами, там, я говорю, подожди, успокойся, я понял, у тебя там Исландия, фермы, классно, ты в Америка, но ты в России живешь, дружище, ты... Я был на ферме, я говорю, хорошо. Я говорю, а сколько ты мне предлагаешь купить мощности? На один вопрос просто ответь. И все, слюни потекли, ничего сказать не может. Но мы начисляем монет, я говорю, подожди. Вот здесь я предлагаю определенную мощность, ты можешь меня всегда проверить. Заходишь на кошельки, независимые, пуловские, их смотришь, вот такой хэшрейт дает столько-то битка, этот биток вы у себя видите. У тебя я что покупаю? Ну, у нас выплаты, лидерство, бинар, я говорю, до свидания. Ну, сами этот вопрос задайте, то есть, что покупаете вы здесь, а что покупаете там. Ну, по патриотизму я не буду говорить, да, то есть всего маркетинга вне там всяких, но мне кажется, что классно сделать все-таки наш пул, да, русский пул большой, потому что те же вот товарищи, с кем я общался, у них было там 5% добычи, стало 2%. Я говорю, ну что, господа, почему 3% потеряли? Что случилось? Отток людей пошел, все, извините за выражение, чпокнули народ. Классно. Поэтому вот, ну, это плохо. И дальше, когда вы выстраиваете структуру посредством машин, вы же понимаете, что туда заходит все уже. И продукты для здоровья, потому что ничего так не держит, не сближает людей, как инвестиции. Вы понимаете? Вы можете позвонить там, привет, у нас такие продукты, а площадку, которую мы откроем официально 23 января на мероприятии, это торговая площадка, это Алиэкспресс. Это не кэшбэшные карточки, это огромный просто функционал экологического бизнеса. Почему экологического? Каждый из вас может там построить себе бизнес. Каждый. Хотите создать для имени себя там косметические средства там, и какие-то бизнесы, не вопрос. Мы вас упакуем, покажем и даже инвестируем, если это офигенный проект, и который круто ложится на нашу структуру, чтобы его продать. Пожалуйста, производство есть, все, что необходимо есть, вам все сделают. Если вы хотите какие-то вот свои большие деньги потратить на это, да? Второй момент, вы можете строиться, добавлять своих знакомых, вот что, знакомых поставщиков нет, резчиков, там, я не знаю, там, искусство, там, что угодно, продукты. Ну, продукты сложно, потому что локализация должна быть почтовая доставка. Но все, что можно добавить почтой, вообще без проблем. Почему не сделать там Якутск, собрать здесь всю дату малого и среднего бизнеса, добавить ее на площадку, и самое главное, мы же с вами будем реализовывать. И фишка в том, что те баллы, а тут нет сделок, это же сетевая компания, те сделки, которые проходят, любые, они все наполняют огромным объемом баллов вашей структуры. Вот куда мы двигаемся. Вертера — это сумасшедший классный проект, великолепные продукты.
Mining Club это тоже офигенный проект для инвестиций, для консервативных инвестиций, для хорошего заработка, для построения движовой молодой структуры, для наполнения баллами. Но сама тема это, извините меня, это площадка типа AliExpress. Все же AliExpress знают, да? Вот оборот Алибабы под $1 триллион. Вы понимаете вообще, вот, что любая сетевая компания, Mining Club, чем мы ограничены, скажите мне? Рынком. Мы ограничены рынком. Мы съедим рынок, сделаем бум 5, 10, 20%, все, мы встанем. Понятно, что как мы сейчас находимся только-только на начале. Вертера, чем мы ограничены? Ассортиментом. Любая компания ограничена ассортиментом, любая. Под контролем компании, нашей компании с вами, должны быть торговые потоки. Любых товаров и услуг. Я маленько нестандартный, может быть, да, там, потому что сетевые там люди, они религию делают, знаете, из президента, из компании. Ну, я говорю, хорошего, чего вы начинаете там. Вот пальцы. Пальцы что такое? Нос поднимает. Когда нос поднял, вперед не видишь. Понимаете? Вот а нужно торговые потоки, чтобы были в наших руках. Любой регион, куда они приезжают, переписывайте дату, переписывайте малый и средний бизнес. Потому что никто им не поможет. Гранты, поддержка, финансы. Под что люди деньги дают? Под открытие ИП? А у меня вопрос. Вот этот товарищ молодой, стартапер и так далее, что он получит? Вот банк ему никогда не даст кредит. Почему? Он сбыт не покажет. Никогда. Мы предлагаем сбыт. Ключевое в бизнесе любого стартапера. Потому что мы с вами сбыт. Наша с вами дистрибуционная мощь – это и есть сбыт для стартапа. Какая разница, что нам продавать, скажите? Майнинг, Вертеро, там, я не знаю, там, конкурентные компании, какая разница? Оно баллы структуру дает, структура построена, все инструменты есть. Для зрелого поколения, пожалуйста, зрелая компания. Пожалуйста, для молодежи Mining Club заводите. Дальше. Вот у вас структура уже построена, бэк есть, баллы генерятся машинами. Дальше идет торговый сейл, площадка. Вот туда, там мы ее откроем 23 числа официально. Пишите, будут доступы, заводите поставщиков, размещайте, интернет-магазин, что угодно. И все, пожалуйста. Что здесь продавать нечего в Якутске, скажите мне, пожалуйста. Огромное количество мастеров просто, я обалдею, я хожу, я аж лицу начал просто там, те вещи, которые делают люди руками. Бомба. Почтовая, пожалуйста. Границы есть? Нет. Там, где мы будем, там, где экстраполирована площадка будет, везде, Германия, Швейцария, что угодно, Америка. Какая разница? Нету. Майнинг границы есть? Нету. Любая страна, где люди есть экспаты, пожалуйста, можно платить, наш сайт официально строится. Это начало рынка, это очень круто, я вам обещаю. Потому что здесь все понятно. Оборудование, мощность, хэш, который проверяется очень четко. И все это можно посчитать. Никто здесь никого не обманывает. Начисления есть. Хотите, храните битки, хотите, выводите, что угодно. Это ваша собственность. Я же вам говорю, по документам вы занимаетесь сами тем, что вы делаете, согласно проданным вам мощностям. И мы крупнейший майнинговый центр в России, я вас уверяю. И крупнейшая компания русская по майнингу. И пока мы сейчас вот только стартанули, это конец октября, это невероятно просто, даже те обороты, которые люди делают. В том же Якутске в прошлом месяце просто люди вот так прогибали квалификации, сделали и все остальное. Вот, собственно, кратко о том, что мы делаем, куда мы идем. Теперь я могу ответить на вопросы. Мужчины, задавайте вопросы. Начало. Знаете, есть такое Вертера начало. Это начало. Этап 2. Mining.club. Этап 3. Мирторговли.рф. Я запутал вас. Это единые компании с одним маркетингом, с одним деревом абсолютно. То есть разницы нет, где происходят сделки. Самое главное, дерево единое везде. Да? Да. Объясняю почему. Смотрите, не потому что мы не можем открыть эту возможность,
Потому что будет банить банк. Банки сейчас борются по 115 ФЗ там, с какими-то там своими тараканами, их тараканами. Соответственно, написали ботов и роботов, которые постоянно ловят платежи. Все, что выше там, 80-100 тысяч рублей, банится сразу. То есть понятно, что это можно разбанить, это можно сделать через платеж. Вы пришли официально, вот сейчас вот, на следующей неделе, просто Маник, мы стартанули очень быстро и подкову прибиваем к себе, там, к ногам, одно, второй кабинет, там будет платежка печататься, вы можете прийти в банк и оплатить без проблем. Но если вы платите карточкой, вы просто потом поддержки голову взорвете, почему платеж не прошел, а у вас банк не работает, хотя к нам это не имеет отношения, это вопрос банка. Поэтому это, они не допустят этого. Через ППА, через платежку пришли, заплатили, чтобы вы, то есть банк видел вас как физика, который делает платеж, а не по вашей карточке кто-то. Угу. Нет, не будет. Да? У меня вопрос такой. Вот на пакете Gold, например, да, расчеты производились в самом начале, когда только стартовало это все дело. Значит, курс биткоина был 5500. Это был конец октября. На пакете Gold, значит, 6000 в месяц по расчетам. Это биткоин 5500. Значит, если вечный токен ставить, то 3000, соответственно, половину. Сейчас практически месяц заканчивается. Вот. Я по начислениям по своим вижу, что примерно 3000 и будет на вечном пакете, на вечном токене. Возникает вопрос, потому что тогда я вопрос понял. расчеты были на 500, сейчас он 9 стоит. Почему? То есть, грубо говоря, начисление по биткоину дается пропорционально меньше, чем курс. Смотрите, вот это вообще никак не связано, просто вот есть такое понятие, как сложность алгоритма. Знаете, что такое? То есть каждый месяц идет, грубо говоря, то есть компания Mining Lab вкладывает деньги в оборудование, мощности нарастают, соответственно, когда нарастают мощности, добыча битка становится сложнее. То есть она уменьшается. И вот то, о чем вы говорите, курсы, это вообще не привязано. Вот недавно буквально, может быть, кто-то заметил, в кабинетах мы больше заплатили. То есть это машины делают, это не мы делаем. Почему мы больше заплатили? Потому что майнеры, когда был памп биткоин кэш, если вы понимаете, да, о чем я говорю, они туда мощности развернули. Соответственно, сложность лучше стала, и битка прилетело больше. Понятно? То есть я так понимаю, что даже если курс биткоина будет... Вообще все равно. Выкиньте курс из головы. Это спекулятивная единица. Вопрос именно сложности алгоритма и добычи на текущей мощности. Я имею в виду, что даже если курс биткоина будет очень высокий, все равно будет на пакете был 6000 рублей в месяц. И, нет, давайте, смотрите, Саша объяснит, просто после меня выйдет, он вам расскажет. Хешрейт, он, понимаете, вот мы его продали хешрейт определенный. То есть и сложность, она либо в плюс, либо в минус. Она балансирует в зависимости от переключения пулов на эту валюту, на биткоин, конечно, потому что они работают на одном алгоритме. Поэтому курс растет, вы просто вам начислили на 0,12 чего-то там, да? Все, вы просто капитализация ваша растет. Но она может прыгать, она может как в меньшую сторону прыгать, так и в большую. Есть калькуляторы. Вот мы сейчас по API делаем с CryptoCompare, это очень удобно. Вот вы заходите на CryptoCompare, вбиваете купленную вами мощность и смотрите, что в текущий момент эта мощность делает вам вот такой объем в битке. В личных кабинетах мы сделаем это очень просто. У вас будет постоянно, вы будете видеть мощность, чтобы там не лазить по сайтам другим в реальном режиме. Ну и перепроверять нас везде, где угодно, в открытых источниках. Понятно. То есть люди больше зарабатывать не будут, если будут... Они будут зарабатывать за счет курса. Они будут зарабатывать за счет хешрейта, потому что, еще раз, сложность, она плавает в большую, в меньшую сторону. Вот сейчас они уйдут в биток кэш, мы быстренько заберем мощности, то есть мы заберем, то есть алгоритм поменяется, будет в лучшую сторону и начислится больше битка, как это было, когда пампили, неделю назад кэш, неделю что-то такое. Поэтому она очень быстро меняется, и начислено было больше. Если посмотреть, потому что у нас вопросов, знаете, начислено столько же вопросов, начислено больше, а почему больше начислено? Все надо смотреть по калькулятору. Вводите мощность, и он показывает вам в реальное время, какое количество битка вы добываете. Если вы не разбираетесь в этом, вам будут к Саше лучше подойти потом, вот нацедить. Потому что сейчас мы с вами вот уйдем в расчеты, да, это будет неверно, долго, да. А примерно в России когда легализуют? Июля следующего года. Я предполагаю. Уже банкоматы
будет, потому что они легализуют биткоин, ну, как бы я это сделал, как актив. Вы же акции предприятия, которым вы владеете, не можете в банкомате распечатать, правильно? Вот они его легализуют как актив. Они дадут возможность торговать и покупать этим активом, ну, к примеру, там, московская биржа или какая-то другая, и будет выход через банки. То есть, вот, ну, понятно, что лицензированная деятельность биржевая, вы свой актив продали, и банк вам, с биржи вам через вашу карточку заплатил. Но там вы будете угорать на налог сразу. Поэтому, как, ну там, я думаю, что механизмов много останется, да, там всяких серых, темных, вот, и так далее. Поэтому... Они уже есть. Вот, пожалуйста, вам Яндекс, деньги, Сбербанк, Альфа-банк. Просто вопрос в том, что когда вы совершаете операции через безнал с ними, они собирают дату. То есть, кто у нас тут криптоэнтузиасты в стране? Ага, иди сюда. То есть не факт, что там налоговая там в январе-декабре вам скажет: слышь, дружище, ты там вывел битка там 5 штук, ну-ка налоги заплати. Ну, я бы очень аккуратно с этим был. То есть лучше через пока другие механизмы. Не светитесь. Что? Ну, тут нет такого понятия, как изготовление биткоина. Это, собственно, не завод по производству монет, да? То есть это много факторов. Во-первых, вознаграждение пула, да, идет в битке. Во-вторых, выпадение блоков зависит от пула, от типа удачливости пула. Вот, ну, факторов много. Вот есть мощность, которую добывает, это суммарная. И вот чем больше мы будем, тем больше суммарной мощности у нас будет. И вот, кстати, вопрос к молодому человеку. Чем больше мы будем, тем больше вопросов будет, почему мы больше начислили. Наш пул совместно с вами растет, начисления будут в любом случае больше. Просто нужно технически в этом разбираться, это очень важно. И, потому что, ну как, опять же, разбираться для того, чтобы задавать правильные вопросы. А можно не париться, взять калькулятор, можете сбить, или у нас появится там на следующей неделе, смотрите просто начисления и все. То есть, поверьте, ну, тут все прозрачно, абсолютно. Рубль 50. Ну, понимаете, мы же стоим в Технополисе, и, как сказать, это такой пилотный проект для России, он очень важен для того, чтобы там отжать маленько от китайцев, да, большой там кусочек с добычи. Вот. И эти вещи как бы нам датируют, то есть говорят: вот возьмите, пожалуйста. Плюс вокруг Москвы там есть атомные станции в Тверском регионе, к примеру, и генерирующая компания имеет, ну, очень дешевое электричество. Его даже можно опускать, вот если в Тверской области размещаться, вплоть до 90 копеек, потому что избыток большой энергии. Допустим, ну ладно, мы будем просить, а есть же, например, допустим, реальные вот, например, допустим, мы печатаем биткоины, да, получается, как монету, да? Печатаем как монету. Естественно, не все же бесконечно будет. Оно когда-нибудь закончится. Конечно, обязательно. Вот Вот опять же вопрос тоже молодой человек по поводу вечных токенов. В этом тоже надо разобраться. То есть вечный токен, он удобен, потому что пул никогда не схлопнется, потому что даже если, ну, предположим, да, что все добудем, хотя я сомневаюсь, что сложность будет расти, вы не забывайте, что тот пул, который мы создали, он всегда будет жить за счет транзакций. Вы свои битки будете менять, не уйдет рынок этот, и огромное количество людей сюда входит. И подтверждение транзакций, как говорится, это пула. Поэтому тут, когда майнинг закончится, я говорю, скоро. Года через 3 аппаратный майнинг, это сейчас уже динозавр. Вот. Я говорю, а что останется, меня спрашивают. Я говорю, транзакции, поверьте мне. И транзакции, если вы посмотрите, вот сколько, например, близкий приоритет, там 10 тысяч сатош, ну там они могут прям, вот, вам очень срочно надо, там может быть сумма внушительная за подтверждение. Потому что это блокчейн, и для того, чтобы ваши не шваркнули, деньги никуда не ушли, транзакции должны быть подтверждены. Ну, я говорю, это не тема, я думаю, Саша сейчас расскажет вам про цифровую экономику, криптоэкономику, там, блокчейн, там, все остальное. Поотвечай на вопросы, пожалуйста, Саша, ладно? Обязательно. Вот, поэтому это, ну, не моя задача. Моя задача это, собственно, вести людей за собой и говорить о том, что мы делаем, как мы делаем, и, как сказать, за базар отвечать. Поэтому все на этом, я думаю.